В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». Сообщение о чудесном спасении пилота частного вертолета в Момском районе накануне облетело все российские СМИ. Напомню, что 29 сентября вынужденную аварийную посадку частный вертолет «Хобинсон» совершил около села Сосыр в горном ущелье. Ввиду сложных погодных условий мужчину искали 4 дня. В районе дул сильный ветер и шел снег. Пилота обнаружили 3 октября с воздуха. О подробностях необычной спасательной операции, благодаря чему удалось выжить и не пострадать Александру Новосельцеву, и как вести себя в подобных ситуациях, мы поговорим сегодня с непосредственным участником операции, спасателем Якутской региональной поисково-спасательной базы Валерием Голицыным. Валерий, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Валерий, с самого начала вам было ясно, что это не совсем рядовая спасательная операция. В чем заключалась сложность? Спасательная операция, как спасательная операция, сложность заключалась в том, что погодные условия мешали нам изначально вылететь. Координаты были известны, мы их перепроверяли, в общем, нам надо было туда прилететь и найти его. Вот и все. Валерий, была информация о том, в частности в социальных сетях, что первыми к Новосельцеву все-таки пробрались добровольцы. Правда ли это? Нет, это неправда. А как все происходило? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Обнаружил вертолет командир нашего воздушного судна, экипаж. Мы подсели на небольшую возвышенность, как бы касанием, выпрыгнули из вертолета со своим имуществом и шли к нему уже непосредственно. По информации, которая поступала нам, вертолет очень долгое время не мог подняться и приходилось изначально несколько дней действовать наземными войсками. Почему вертолет не мог совершить вылет к месту происшествия? Не было погоды. Какая не было тогда погоды стояла? ни в месте крушения, ни там, где мы базировались, в аэропорту Мома. Не было погоды. А какая видимость на тот момент была? На момент какой? На момент начала спасательной операции и потом уже как она? Видимость хорошая была. Была идеальная погода, можно даже так сказать. Это непосредственно в сам день операции? Но ветер все равно был, и пилоты поднялись туда, в ущелье. Расскажите, пожалуйста, о местности поподробнее. В чем в плане какого-то, так скажем, рельефа заключалась сложность? Со всех сторон гора, его прям огибало. Со всех сторон это один такой горный хребет. И ущелье, там прям распадина такая, и он находился именно там. То есть, получается, вертолет упал в ущелье, не на верху горы он был? Нет, прям вниз ущелья. Наверное, я бы сказал, даже гиблое место такое. А с момента вылета вертолета сколько времени понадобилось, чтобы добраться до него? До него чуть больше часа. Чуть больше часа. Долететь. Угу. Со всеми подсадками, со всеми поисками. Конечно, время побольше было потрачено. А в связи с тем, что там гористая местность, как вам удалось посадить вертолет? Мы не садили вертолет. Вертолет постоянно подвисал или касанием. Он касался на холме колесом, и мы высаживались, и также обратно запрыгивали. Затащили туда пострадавшего на носилках, и сами в вертолет сели. Запрыгнули. А сколько человек было в группе спасения? На момент операции? Да, на момент операции. Отряд спасателей из Среднеколымска, по-моему, их человек 6 было, что ли. У нас было 5 человек, экипаж 3 человека. А был ли какой-то предварительный план спасения или вы действовали уже по мере, так скажем, ситуации? Изначально мы, когда ждали вылета все время, и мы каждую ситуацию, каждый вариант прокручивали в голове, обсуждали с ребятами. То есть подготовка все-таки была? Да, конечно. Что вас больше всего удивило, когда вы нашли Новосельцева? Что он живой. Мы обрадовались, все заулыбались в вертолете. Обнаружили, он открывает дверь, машет нам.
хорошо. Валерий, а вот если честно, вы надеялись найти его живым или все-таки надежда уже покинула к тому времени? Но мы думали, плохое случилось уже. А благодаря чему этот случай закончился, так скажем, благополучно? Ну, благодаря всему, это совокупность всего. Мне кажется, это благодаря экипажу вертолета нашего. Вот. А действиям самого Новосельцева? Ну, Как их можно Тут- характеризовать? ну что? Ну, это чудо. Я не знаю, как это назвать. Человек без еды, без воды, без огня. Просто сидел в вертолете, сидя. Ну, вот так просидеть 5 суток, я не знаю. Как часто вам приходится спасать людей и с кем обычно случаются такие ситуации? Часто не приходится спасать. У нас профиль это потерпевшие крушение воздушные суда. Вот, они не так часто у нас в районе падают. То есть случай не рядовой? Нет. Как обычно ведут себя потерпевшие в таких ситуациях и что вы можете посоветовать тем, кто оказался вот в такой ситуации? Ну, оставайтесь рядом с воздушным судном в любом случае. Нам всегда первым делом найти надо это воздушное судно. Мы туда прилетим. Если ушел бы он оттуда, то, не знаю, все бы усложнялось бы. Намного сложнее было бы. В своем первом интервью после приземления в Якутске Новосельцев сказал то, что он и сжег вещи с вертолета, и приходилось мало спать, и как-то отжимался. Это правильные действия? И что еще можно Да, сделать для того, конечно, чтобы конечно. выжить в этот момент? Ну, в ход идет все. Все, что может продлить жизнь, этим и надо заниматься. И не впадать в панику. Немножко тогда расскажите о себе, как вы стали спасателем, что вас побудило на такой, так скажем, на выбор такой профессии? Да. Ну, до этого я работал на скорой помощи фельдшером. Вот, и поступило приглашение, встретил однокурсника. Говорит, приходи к нам работать. Как бы скорую помощь не хотелось оставлять, но посоветовавшись со всеми, там, сказали, это же хорошо жить. Иди там, работай. Ну вот, я пришел туда на работу. Часто ли Устроился. приходится участвовать в спасательных операциях? Или вы первый раз участвовали в такой? Нет, почему? Я участвовал, были случаи, но такое это в первый раз, конечно. А что для спасателя является приоритетнее всего в работе? И как вы готовитесь к работе? Какие вот мероприятия проводятся у вас, вот в частности, по подготовке вот к таким вот ситуациям, к другим, может быть, тоже? Ну, у нас постоянно тренировки. Мы, во-первых, парашютисты, мы постоянно прыгаем с парашютом. Мы постоянно по тренировке у нас на открытом воздухе, выживание у нас называется. Мы выезжаем там, и пытаемся тоже такие себе экстремальные условия создавать. Натягиваем веревку, там, переправы делаем. Мы постоянно тренируемся. Наши телезрители отчасти представляют из себя молодое поколение, которые только учатся и, возможно, хотят выбрать профессию вот как раз-таки спасателя. Какими, на ваш взгляд, качествами нужно обладать, чтобы вступить в ряды спасательных служб? Ну, я не знаю. Физически, наверное, надо быть готовым тоже. А морально? Морально, не знаю. Да, конечно, морально тоже надо быть готовым ко всему. За время того, сколько вы несете службу в службе спасения, насколько эта профессия для вас, на ваш взгляд, рискованная? Вы же тоже можете, так скажем, потеряться во время спасательной операции или что-то может другое произойти. Насколько велик риск? Ну, риск, конечно, есть, но мы никогда не усложняем работу. Никогда не рискуем понапрасну. Вот. Как бы так. Благодарил ли вас Новосельцев после своего спасения и как вам запомнится эта ситуация? Ну, конечно, сказал спасибо. Ситуация. Ну, тем, что выживший он. Вот.
Страшно было лететь, конечно, на вертолете. Вертолет в ущелье это очень страшно. Неустойчивый, постоянно. Первый раз так страшно было лететь. Но, тем не менее, удалось побороть свой страх и все-таки дойти до потерпевшего. Да, это экипаж, это им большое спасибо вообще человеческое. Все, Валерий, спасибо, что присоединились к нашему разговору. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях был спасатель Якутской региональной поисково-спасательной базы Валерий Голицын. Поговорили мы сегодня на тему поисково-спасательной работы в Момском районе, в которой он участвовал и благодаря которой спасен Новосельцев. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.